Несемся к нам в Чехию, в Прагу. Тут задержали россиянина, подозреваемого в кибератаках на цели в США как раз. Его имя не раскрывается. Известно, что он был арестован на основании ордера Интерпола, красного ордера так называемого. При этом все это происходило при содействии ФБР. Предполагаемому хакеру грозит экстрадиция в США. Этот вопрос будет решать чешский суд. Подробности в репортаже Екатерины Бучневой. Октября около полудня в итальянский ресторан при пятизвездочном отеле «Ла Балерина» в центре Праги пришла молодая пара. Однако заказать еду они не успели. Романтический обед прервали сотрудники чешской полиции. Видеозапись ареста они опубликовали вечером во вторник. Мужчину, его называют Евгений Н., задержали по подозрению в кибератаках на цели в США. Известно о нем немного. Он является гражданином России, ему 29 лет. Полиция говорит, что он жил на широкую ногу и, кажется, не ожидал ареста. Мужчина передвигался по Праге на роскошной машине со своей девушкой, и арест застиг его врасплох. Он был так удивлен, что не оказывал сопротивления, после чего он потерял сознание. Полиция оказала ему первую помощь. После чего предполагаемого хакера госпитализировали. Его доставили в психиатрическую больницу, но вскоре выписали и перевели под стражу. Сейчас он ожидает решения суда об экстрадиции в Соединенные Штаты. Именно США запросили выдачу на россиянина красного ордера Интерпола. Он дает разрешение на розыск и арест с последующей экстрадицией. Операция по задержанию предполагаемого хакера проходила при взаимодействии с ФБР. Чешская полиция сработала быстро. Россиянина взяли менее чем через 12 часов после получения оперативной информации. Посольство России в Чехии заявило, что будет добиваться отправки задержанного россиянина на родину. Посольство предпринимает все усилия по защите интересов российского гражданина. Работаем с его адвокатом. Российская сторона отвергает навязываемую Соединенными Штатами всему миру практику осуществления экстерриториальной юрисдикции. Настаиваем на передаче задержанного российского гражданина в Россию. В чем именно подозревают россиянина, неизвестно. Ранее, в октябре, США официально обвинили Россию во взломе серверов штаба Демократической партии. Министерство внутренней безопасности США и аппарат директора национальной разведки США опубликовали совместное заявление. Разведслужбы США уверены, что российское правительство руководило недавними взломами электронных почт американских чиновников и организаций, включая политические партии США. Публикация украденных электронных писем, выложенные на сайтах dcleaks.com и Wikileaks, а также пользователям Guccifer 2.0, согласуются с методами и мотивами российской стороны. Подобные кражи направлены на вмешательство в процесс выборов президента США. В Кремле обвинения Вашингтона отрицают. Хакерский скандал комментировали на высшем уровне. Президент Владимир Путин заявил, что взлом американских серверов не в интересах России, а громкие обвинения объяснил попыткой отвлечь внимание от самой предвыборной кампании. Эксперт по российским спецслужбам и вопросам безопасности Андрей Солдатов объяснил настоящему времени, что на практике Россия усиливает свои кибервойска, но формально сохраняет право это отрицать. В России велик элемент так называемых неформальных акторов. Людей, которые формально не имеют отношения ни к каким структурам, они не сотрудники спецслужб, они не сотрудники, я не знаю, там, каких-то государственных организаций, при этом они действуют при поддержке и поощрении государства. И это, в общем, дает возможность российскому государству на протяжении уже достаточно большого количества лет, в принципе, эта деятельность стала, такой, я бы сказал, заметной, начиная с 2007 года, постоянно отрицать свое участие. Впрочем, задержанный в Праге хакер мог и не иметь отношения к взломам серверов Демократической партии. Источники в американском правительстве рассказали Рейтер, что россиянина арестовали по подозрению в старом взломе. Телеканал ABC сообщил о его причастности к краже данных более 100 миллионов аккаунтов социальной сети LinkedIn. Криминальный, а не политический характер дела Евгения Н. подтвердил и Андрей Солдатов. Моим контактам среди экспертов по кибербезопасности в Соединенных Штатах, они мне говорят, что вроде как эта история криминальная, вроде бы этот человек занимался карточными мошенничествами. Наказания за киберпреступления в США существенно разнятся от штрафов в несколько тысяч долларов до реальных сроков. Так, например, в июле в США вынесли приговор другому российскому программисту Вадиму Полякову. За похищение данных миллионов пользователей билетного сервиса StubHub его приговорили к 12 годам тюрьмы. Екатерина Бучнева, Рэй Фурлонг для настоящего времени.